Это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тамыров. Следователи проводят осмотр места происшествия, где после пожара пострадали дети. 25 мая в следственные органы региона поступило сообщение о том, что при пожаре в частном жилом доме, расположенном на улице Полевой в селе Хатасы, из дома сотрудниками противопожарной службы были эвакуированы двое малолетних детей, один из которых скончался. По данному факту следственным отделом по городу Якутска организована процессуальная проверка, в рамках которого будут проведены неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Лжеброкеры обманули на 674 тысячи рублей 45-летнего жителя города Удачный Мирнинского района. Мошенники, посулив быструю и существенную прибыль, убедили мужчину поучаствовать в биржевых торгах. Потерпевший перечислил брокерам разными суммами около 700 тысяч рублей, но ни возврата денежных средств, ни обещанной прибыли он не дождался. Между тем, в Мирнинский район доставлена 28-летняя жительница Калужской области, от рук которой пострадали несколько десятков граждан по всей стране. Конвоированная в республику является дистанционной мошенницей, вина которой уже доказана судами разных регионов. Установлено, что ее жертвами также являются и две якутянки. В ходе расследования якутских уголовных дел установлено, что задержанная создавала в социальных сетях фейковые магазины детских товаров. За отправку несуществующего товара требовала полную предоплату. После поступления денег на счет прекращала контакты с потерпевшими. Со слов мошенницы, все вырученные обманным путем денежные средства она тратила на приобретение наркотиков. Расследование уголовного дела возбуждено по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В Мирном продолжается. Ленское расследование завершено. Тем временем региональное МВД сообщает, что ущерб якутян от дистанционных хищений за прошедшие 2 недели превысил 7 миллионов рублей. Практически ежедневно жители Якутии становятся жертвами дистанционных хищений денежных средств. С начала мая в республике уже зарегистрировано 77 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Из них 57 дистанционных мошенничеств и 20 краж с банковских карт. За это время общий ущерб, причиненный якутянам, составил свыше 7 миллионов рублей. В городе Якутске сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России Якутской проведены рейдовые мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также по выявлению фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах и на улицах без сопровождения законных представителей. Всего рейдовым мероприятием было охвачено более 150 объектов и точек в городе Якутске, по итогам которого в Центр временного содержания несовершеннолетних были доставлены 2 подростка. Со всеми лицами проведены профилактические беседы о недопустимости нахождения несовершеннолетних в общественных местах после 22 часов, а также об ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. В якутской полиции установлен подозреваемый в квартирной краже. В отдел полиции номер 3 города Якутска обратилась горожанка, которая сообщила о краже телевизора из квартиры ее отца. Женщина сообщила полицейским о своих подозрениях. Дверь в квартиру не была взломана, а значит, кражу мог совершить только свой. Сотрудники уголовного розыска проверили на причастность близкий круг знакомых потерпевшего и вычислили его 37-летнего друга. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий информация полностью подтвердилась. Установлено, что подозреваемый воспользовался собственными ключами, пользуясь отсутствием владельца квартиры. Он похитил из квартиры телевизор и сбыл его случайным людям за 1000 рублей, на которые приобрел алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч в эфире.